Добрый вечер. Вы смотрите программу «Кавказская политика» на телеканале «Грозный». Сегодня в фокусе нашего внимания следующие темы. Чеченские вопросы и ответы на пресс-конференции Владимира Путина. Форум «Кавказ. Родина гостеприимства» прошел в Чеченской Республике. Общественные организации Чечни подводят итоги года заседания УНФ и экспертного клуба «Грозный». В Махачкале прошла выставка инновационных проектов. Открытое правительство Осетии. Ситуация на дорогах. Проблема несанкционированных свалок в Карачаево-Черкесии. В минувший четверг в Москве прошла традиционная, ежегодная и на этот раз юбилейная пресс-конференция Владимира Путина. 1259 журналистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья в течение 3 с лишним часов задавали президенту вопросы про экономику, Украину, взаимоотношения с Западом, валютные спекуляции, реформу здравоохранения. Из множества затронутых в ходе общения президента с журналистами вопросов самым злободневным для Чеченской Республики был тот, что задала ведущая оппозиционного телеканала «Дождь» Ксения Собчак. Устав от гламура и московской тусовки, светская львица решила обратить свое внимание на соблюдение законов и Российской Конституции в Чеченской Республике. Рамзан Кадыров де-факто объявил, что на территории Чеченской Республики не работают законы Российской Федерации и не работает Российская Конституция. А именно он публично заявил о том, что будут некие расправы над родственниками людей, обвиняемых в терактах, которые еще не были по ним приняты судебные решения. Кто были те люди, которые сожгли дома, уничтожили их, родственников террористов? Это нужно выяснить, потому что это были люди в масках. Само заявление Кадырова могло быть и просто эмоциональным, а этим мог кто-то и воспользоваться. Эмоции в таких случаях, мне кажется, понятны, потому что в ходе этого теракта в Чечне было убито 14 милиционеров, и началось все с убийства сотрудников ДПС. Не в ходе какого-то боестолкновения, а просто людей подло фактически расстреляли в упор. Не зная ситуации изнутри, не понимая, как устроено традиционное общество на Северном Кавказе и не учитывая законов, по которым оно живет столетиями, московская тусовщица Ксения Собчак просто лжет. Именно так и сказал пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов. Госпожа Собчак передергивает факты. Рамзан Ахматович никогда не нарушал Конституцию и никогда не допустит того, чтобы на территории Чеченской Республики ее нарушали. Я молчал, Ксения, вам не мешали задавать вопрос? Я молчал, когда вы нагло, беззастенчиво лгали. Собчак лжет в первую очередь о своей заботе за соблюдением российского законодательства. Никакой закон ей не интересен. Ей интересен грязный пиар на крови погибших защитников законности во время штурма захваченного террористами Дома печати. Отсюда вытекает вторая ложь о том, что на территории республики законы Российской Федерации нарушаются. Чтобы убедиться в обратном, достаточно просто взять билет на самолет из Москвы до Грозного и увидеть, как живет республика, в которой самый низкий уровень преступности не только на Северном Кавказе, но и в целом по России. Закон в Чечне возведен в ежедневную норму для каждого, и закон этот служит во благо человека, а не для защиты бандитов. На Кавказе соблюдаются не только законы Российской Федерации. Самый главный закон после Конституции на Кавказе – это закон гостеприимства. В том, что он эффективно работает, смогли убедиться участники форума, прошедшего в Грозном в начале недели. Участников форума «Кавказ. Родина гостеприимства» ожидало обсуждение широкого спектра вопросов, связанных с современным положением в сфере культуры и туризма, презентации культурного и туристического потенциала регионов, обширная культурная программа. Форум стал итоговым событием в рамках Года культуры Российской Федерации в Чеченской Республике. Участниками Международного культурно-туристского форума стали депутаты Государственной Думы России, члены Оргкомитета по проведению в Российской Федерации Года культуры, международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, туристических агентств России, стран ближнего и дальнего зарубежья. В программе форума в первый день акцент сделали на развитие туристического кластера. Антон Ланге, один из самых известных современных российских фотохудожников, продюсер, снимающий субъекты СКФО в рамках транскавказского арт-проекта «Хребет. Кавказ от моря до моря», над которым он начал работать совместно с компанией «Курорты Северного Кавказа», признается, что очень рад был побывать в Чечне, но считает термин «туризм» неудобным. Я предпочитаю слово «путешествие», потому что туризм – штука небезопасная, и туризм очень часто, к сожалению, разрушает очень хрупкие
вещи, такие как историко-культурное наследие, природное наследие и так далее. Я думаю, что на Кавказе вот есть шанс как-то бережно к этому подойти и постараться развить здесь туризм, сохранив вот то уникальное, что здесь еще есть. Самая главная задача общественных институтов, по мнению участников форума, члена Общественной палаты России Азамата Тлисова, это создание и развитие достигнутого согласия в обществе, договоренности и стабильности в регионе, которые необходимо оберегать. А туристы вследствие этого приедут в регион, который является уникальным своим историческим и природным наследием. Сейчас в республике удалось собрать на этом форуме очень представительную команду. Я уверен, что в ходе обсуждения мы получим очень хороший и такой действенный пакет рекомендаций и органам исполнительной власти, и профильным структурам. И самое главное, мы должны включить в этот процесс общественность. В рамках секции, посвященной культуре, участники обсудили вопросы международного сотрудничества, сохранения материального и нематериального культурного наследия, поделились впечатлениями о состоянии культуры в соседних республиках и разработали несколько проектов. В числе этих проектов идея создать фестиваль этнического кино, этнокино, который мог бы хотя бы в 2 года раз проходить и знакомил бы нас с неизвестными нам, а может быть известными, но тем не менее по-прежнему интересными обычаями, нравами и разными природными и культурными уголками Кавказа. Заключительная рабочая часть форума прошла на базе спортивно-туристского комплекса «Кизиной-Ам». Участники мероприятия обсудили вопросы молодежного предпринимательства в области туризма. Доклады экспертов затронули вопросы комплексного развития туризма в регионах России и Северного Кавказа, а также участие молодежи в реализации перспективных коммерческих проектов. Одним из итогов форума стало подписание Министерством курортов и туризма Республики Крым и Комитетом по туризму Чеченской Республики договора о туристическом сотрудничестве. Общественно-политические организации Чеченской Республики подводят итоги уходящего года. Общероссийский народный фронт, эмиссары которого напрямую подчиняются президенту страны, обсудили накануне конкретные задачи по выполнению поручений лидера УНФ Владимира Путина, а затем и его поручений, обозначенных в послании Федеральному собранию 4 декабря. Накануне состоялось очередное заседание объединенных рабочих групп, на котором рассматривались проблемы, которые стоят по выполнению поручений лидера ОНФ и обращение к главе республики за помощью в выполнении этих поручений. И на совете старейшин было у нас создать в каждом селе, в каждом дворе рабочие места. И мы активно подключились к этому вопросу. Люди надеются, верят нам, что действительно в каждом дворе будут рабочие места, семья будет обеспечена, люди будут заниматься делом. Экспертное сообщество на Северном Кавказе за последние годы переживает серьезную трансформацию. Это было связано с целым рядом инициатив федерального центра, в числе которых создание Центра современной кавказской политики «Кавказ», объединившего под собой сеть региональных организаций, в числе которых и наш экспертный клуб «Грозный», заседание которого прошло накануне в Национальной библиотеке Чеченской Республики. В итоговом заседании участвовали директор ЦСКП «Кавказ» Игорь Сопов, депутаты парламента Чеченской Республики Джанбулат Умаров и Магомед Алхазуров, проректор по науке и инновациям ЧГУ Тамара Мазаева, член Совета Русского географического общества в Чеченской Республике Максим Бугаев, эксперты клуба «Грозный» Артур Ахмадханов, Рашид Абаев, Альберт Эндербиев и другие. На повестку дня были вынесены вопросы о выборе руководителя клуба «Грозный» и деятельности клуба. Но самый главный вывод, который мы делаем, это, безусловно, интеграционные процессы, выстраивание коммуникационных таких механизмов, активное участие, экспертной деятельности в Северокавказском федеральном округе, оперативным обмен мнений. Игорь Сопов, в свою очередь, отметил, что экспертный клуб «Грозный» является одним из самых активных и эффективных клубов в СКФО. Важным итогом, я считаю, все-таки этого завершающего года для клуба «Грозный» это все-таки самый высокий информационный уровень, который вы представляете нам. Это очень важно. Выставка инновационных проектов прошла в Дагестанском государственном техническом университете при поддержке Министерства образования России. Самые яркие и запоминающиеся проекты и разработки студентов и сотрудников вузов Дагестана, которые еще не нашли широкого применения, были представлены на одной площадке. Репортаж РГВК «Дагестан». Светодиодный 3D-дисплей привлекает внимание. Это разработка лаборатории Дагестанского технического университета. Он может работать в 15 режимах. Волны, зигзаги, электронный дождь,
игра в тетрис и даже вывод текста. Разработчики точно знают, где такая подсветка будет выигрышно смотреться. Эта штука нужна для того, чтобы радовать ваш глаз. Ее можно использовать для интерьера помещений, для экстерьера помещений, для рекламы, для ночных клубах, в развлекательных центрах, для того, чтобы привлекать внимание пользователей, привлекать внимание потенциальных клиентов. Этот макет, напоминающий космическую станцию, на самом деле многофункциональный центр в Каспийском море. Таким его видят разработчики проекта. Он может курсировать в море и сам себя обеспечивать необходимой энергией. Стоимость этой пятиконечной звезды, по предварительным подсчетам, больше 25 миллиардов. Всего на выставке около 10 проектов, и каждый из них перспективен, уверены молодые ученые. Здесь самое важное, наверное, показать ребятам, что такие формы поддержки существуют. И сегодня мы проводим мероприятие совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации. И оно является первым в рамках сотрудничества Минобра РФ и молодежных структур в рамках республики. Аграрный университет представил технологии сушки плодов с использованием возобновляемых источников энергии. С помощью этого устройства можно делать сухофрукты даже там, где тепла совсем мало. Оно позволяет начать производство сухофруктов в промышленных масштабах, говорят изобретатели. Мы создали и сушильные установки, которые позволяют получать сушеный продукт с низкой себестоимостью, с затратой только энергии солнца. Здесь нет затрат энергоносителей, не сгорает органическое топливо. Здесь просто используется энергия солнца. Подобное научное событие проводится впервые в масштабах СКФО с поддержкой Министерства образования России. Организаторы уверены, участие в выставке дает молодым изобретателям возможность заявить о себе и привлечь внимание к разработкам. Проблема, которая есть, она и раньше была, и сейчас остается, по внедрению этих разработок в производство. Ну, этими проблемами сейчас нам придется теснее заниматься, и мы будем заниматься и вузы, и научные организации, и, естественно, научно-производственное объединение и заводы. Этот скромный с виду стенд представляет деталь комбинированной машины. С ее помощью можно объединить два процесса – заделка гербицидов и предпосевная обработка почвы. Сохраняется экология, а главное – трактористы потратят на обработку в 2 раза меньше времени. Я сам защитился по данной разработке. На данную разработку получил патент и награжден был золотой медалью Артемия 2011 года. И на многих выставках участвовал. Из всех презентационных площадок это привлекло внимание большинства студентов. Маленькие роботы на базе Arduino. Это не столько изобретение, сколько базовые модели. Сами разработчики называют их конструктором для радиолюбителей. Если их доработать, то может получиться все, что угодно. Начиная от умного пылесоса до электронной ленты для измерения расстояний. Проблема с хаосом на дорогах в Кавказе в республиках решаются по-разному. Ситуация со снижением количества ДТП в Чеченской республике находится на контроле Рамзана Кадырова, а общественные организации, в частности Общероссийский народный фронт, выступают с рядом инициатив, способных улучшить водительский обзор и сократить количество аварий. В Дагестане сносят все незаконные постройки на федеральных трассах. А что делают в этой области в Северной Осетии? В репортаже наших коллег из Владикавказа. С 1 января на дорогах республики не останется неофициальных перевозчиков пассажиров. На маршрутах будут работать только получившие лицензию предприятия. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства Виталий Зангионов. По его словам, с дорог должны исчезнуть и старые автомобили. Кроме того, ужесточат контроль за маршрутчиками. В этом году в ходе рейдов задержано порядка 90 водителей, которые садились за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Вице-премьер критически отозвался о деятельности ряда надзорных органов, которые следят за работой в сфере общественного транспорта. Нету системной работы по оптимизации транспортной сети города, это во-первых. Нету работы системной транснадзора, а это влечет за собой вот такой, извините меня, хаос в городе. Значит, поэтому у нас с Нового года, значит, в рамках контроля за исполнением решений комиссии, значит, мы будем заслушивать и Ространснадзор, и вообще работу этой комиссии. Кроме Минтранса, да, вот я могу это сказать,
Все остальные занимаются компанейщиной. Говорили и о статистике дорожно-транспортных происшествий. Средняя цифра колеблется в районе 150 погибших ежегодно. Несмотря на предпринимаемые меры, она не снижается. С начала 2014-го жертвами ДТП уже стали 139 человек. Это ощутимо больше, чем в соседних республиках, подчеркнул Виталий Зангионов. Причина в основном в недисциплинированности водителей. Как только мы пересекаем в сторону Кабардино-Балкарии, так, Азамат Григорьевич, значит, мы все пристегиваемся и все соблюдаем правила дорожного движения. Как только в обратную сторону заезжает осетин на территорию Осетии, он вырывает с корнем свой и едет практически боком. Это отношение людей друг к другу, это культура. Прозвучал и традиционный вопрос о машинах с юго-остинскими номерами. Уже разработана система, по которой инспектор будет получать информацию о наличии у человека российского гражданства. Если оно есть, он будет оштрафован наравне со всеми. Отдельно остановились на подготовке водителей. Сейчас вводятся новые стандарты выдачи прав. Лицензию в Осетии получили лишь 13 автошкол. Эта цифра может сократиться. До сих пор не оформлена и единая программа обучения. Сейчас она только составляется. В ближайшее время все автошколы ждут проверки. В Грозном власти республики совместно с предпринимателями из Чехии построят мусоросжигательный завод. По словам консультанта чешской стороны, технология завода отвечает всем экологическим требованиям и директиве Евросоюза по сжиганию отходов. А как обстоит дело с утилизацией мусора в соседних регионах? Репортаж телекомпании «Архыз-24». Несанкционированные свалки и несвоевременный вывоз мусора – главная причина загрязнения окружающей среды. По поручению председателя правительства республики Мурата Карданова экологи совместно с представителями районных администраций обследовали состояние полигонов захоронения твердых бытовых отходов с целью выявить несанкционированные свалки на территории сельских поселений. Сотрудники ведомства побывали с рейдами в более чем 30 сельских поселениях. Но мы вот как раз рейдовую проверку у нас уже под Жигуте, вот это 3-й маршрут рейдовой проверки. Вот этот маршрут последний был по водоохранным зонам. До этого буквально 3-4 дня назад был маршрут, именно вот эти нарушения зафиксированы, вот эти свалки, которые находятся вдоль дороги. Мы даем представление, мы на администрацию Джигутинского муниципального района возбудили административное дело, сейчас проводим расследование. Вот, к сожалению, мы теперь должны доказать, в чьем ведении находятся эти земельные участки, отданы они в аренду, есть ли собственник или нет. Несмотря на то, что сельские поселения Джигутинского района обеспечены контейнерами для сбора твердых бытовых отходов, организован сбор и вывоз отходов на полигон. Мусорных свалок здесь было обнаружено много. Специалисты управления охраны окружающей среды выявили также нарушение норм организации полигонов. Например, на свалке, которая находится в ведении муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства города Усть-Джигуты. Нет ограждения, пункта контроля въезда. Имеются нарушения в правилах содержания территории. Вдоль дороги к полигону на протяжении 500 метров раскинулись груды строительно-бытового мусора. В Джигутинском районе есть куда возить отходы. Но скорее проблема всего в том, что все-таки отсутствует инфраструктура для организации сбора и вывоза отходов. То есть сегодня главы сельских поселений выходят из этого положения кто как может. Кто-то нанимает машину, организовывает сбор отходов с какой-то периодичностью, ездят по улицам, там какой-то день назначают. Другие так, где насыпали, потом убирают. Еще одна проблема. Обеспеченность контейнерами сельских поселений Усть-Джигутинского района составляет всего лишь 50%. По результатам рейдов сотрудниками управления охраны окружающей среды на имя глав районных администраций составлены предписания в месячный срок принять меры по ликвидации выявленных свалок. Исполнение решений по санитарной очистке территории будет в последующем проконтролировано. В различные сферы бизнеса на Кавказ идут инвесторы из Европы, несмотря на санкции. Дороги региона становятся безопаснее и комфортнее. Интеграционные процессы распространяются от сотрудничества СМИ до экспертного сообщества. А гостеприимный Кавказ в скором будущем станет самым привлекательным туристическим регионом страны. Вы смотрели программу «Кавказская политика». Всего доброго.